Здравствуйте, уважаемые родители наших студентов и студенты художественно-графического факультета. Мы сегодня собрались для того, чтобы обсудить возникшие вопросы по началу учебного процесса в присутственном формате, по вопросам заселения в общежитие. По ходу нашей работы, я надеюсь, будут вопросы, на которые я постараюсь дать соответствующие ответы. Я в самом начале хочу сказать, что несмотря на то, что на факультете студентов не было в таком присутственном формате, работа не прекращалась, в том числе работа по благоустройству территории факультета, по ремонту учебных вспомогательных помещений. Надо сказать, что вот второй этаж, переходной, отремонтирован по нормам европейского ремонтного дела, поэтому там студентов ждут светлые, совершенно современные аудитории, санузлы. Надо сказать, что и другие помещения, мы занимаемся с этого года в несколько других помещениях в том же корпусе, но этаж и помещения другие будут для занятий специальными предметами и для занятий лекционных. В этих помещениях тоже по мере возможности мы занимались и ремонтом, и обеспечением соответствующим оборудованием. Поэтому думаю, что занятия в присутственном виде и практические, и лекционные, лабораторные, семинарские начнутся и будут продолжаться в соответствии с нормами, которые предъявляются в этом деле. Среди преподавателей изменений нет. Преподаватели по специальным дисциплинам те же, которые работали и до этого. Многие знают их по онлайн работе. Преподаватели наши готовы к работе, лаборанты готовы, кафедры и деканат тоже готовы. Мы ждем вас. А теперь, прежде чем начать отвечать на вопросы, хочу сказать, что расписание занятий уже имеется. Расписание вывешено на сайт университета, на страничку факультета и также разослано индивидуально по студентам. Их тоже можно уже смотреть. Я думаю, что вы, многие, во всяком случае, ознакомились уже и с правилами начала работы занятий, и также правилами устройства в общежитии. Но, тем не менее, я напомню, что с 8 числа выходят на занятия в присутственном формате студенты второго курса бакалавриата и первого курса магистратуры очной и очно-заочной формы. С 15 февраля, через неделю, получается, после выхода второго курса, на занятия
присутственном виде выходят студенты первого курса бакалавриата и выпускные курсы бакалавриата, магистратуры очной и очно-заочной формы обучения. Уточню, кто такие выпускные курсы. Для художественно-графического факультета это 5-й курс направление педагогическое образование, профиль изобразительное искусство и технология. Направление дизайн, профиль графический дизайн и средовый дизайн. Это 4-й курс. Также студенты 4-го курса направление педагогическое образование, извините, уточняю, профессиональное обучение, студенты 4-го курса. Остальные – это 3-й курсы, 4-й курсы направления педагогическое образование с 2 профилями и студенты отделения заочного обучения продолжают обучаться в дистанционном формате. Напомню график заселения. С 3-го, то есть вот сегодня уже, я надеюсь, идет с 8:30 утра до 17:00 для студентов 2-го курса нашего факультета. Это общежитие номер 2. Десятого февраля с 8:30 часов до 17 часов будет заселение продолжаться для студентов нашего факультета. Это уже выпускные курсы, которых я перечислил. 12 числа, 12 февраля с 8:30 часов до 17 часов будет заселение в общежитие номер 4 студентов 1-го курса бакалавриата и магистратуры. Вот такие информации. Я жду ваших вопросов. Сейчас наши студенты в 4-м общежитии живут, они во втором колледже. Вот тебе надо было пораньше подойти. Вот написано вот здесь вот. Это, видимо, сведения устарели. Сейчас мы это тут не обсуждаем, Григорий Александрович. Ну, ладно. Ну так-то вы все сказали, может быть, мне вообще. Ты сиди там пока. Второй микрофон включен, скорее всего. Второй, который лежит рядом с вами, включен тоже. Он отключенный. А что, не записалось? Так, здравствуйте. Я должен говорить здравствуйте, да? Здравствуйте. Все понятно, спасибо. Угу.
Отвечаю Вячеславу. Здравствуйте. Вот кто заселился в сентябре в общежитие, у них документы остались, там есть у нас комиссия по заселению, и там у них есть списки людей, которые были заселены в общежитие. Поэтому надо будет прибыть туда, в это общежитие. То есть четвертое общежитие получается, да? Первокурсники у нас были заселены в четвертое общежитие, поэтому вы вот прибываете туда, в четвертое общежитие. Аня, здравствуйте. По вопросу переплаты. Если вы переплатили, то в этом случае излишне уплаченные деньги будут засчитаны за данное месяц проживания. Вот в общежитиях у комиссии по заселению будут списки с данными о переплате. Отвечаю Любе Комаровой. Ну, в принципе, я уже проговорил, что кто когда выходит. Вот я сказал, что есть у нас студенты, это 3-й курс для нас, 4-й курс с 2 профилями, и студенты заочного обучения, пока они остаются в дистанционном формате. И поэтому, конечно, вот примерно дат мы не можем сказать. Вы прекрасно понимаете, что это зависит не только от нас. Ну и следующий вопрос, вот с этим связано. Я надеюсь, вы, так и мы, уже соскучились по такой работе, посещением занятий. И все мы надеемся, что вот эта вот обстановка улучшится, снимутся все запреты, и все мы начнем работать как прежде. Но это, конечно, при соблюдении тех прав, тех правил, которые предъявляются в данный момент. Вот пока идут вопросы, я отвечу, может быть, скажу просто еще одну мысль такую. Вот, возможно, у кого-то документы остались в комнатах. В этом случае вы приезжаете в общежитие, там докладываетесь от этой вот комиссии и идете за документами и дальше оформляетесь потом. Так, на следующий вопрос. Здравствуйте. Если утром студент чувствует, что приболел, температуре, то ему лучше остаться дома и не идти в универ. Ну, все вы уже знаете,
об этом и писали мы, и вообще везде пишут, что помещение, в том числе и наше учебное помещение, университет, допускаются с проверкой температуры тела. Вот у кого повышенная температура, те не проходят в учебное заведение. Если у вас дома при проверке обнаружится, что температура тоже высокая, вы уже процедуру знаете, надо связаться с врачами, определить дальнейшую процедуру лечения. Следующий вопрос. Здравствуйте, будут ли у нас в университете в этом году проходить госэкзамены? Госэкзамены никто никогда не отменял и не будут отменять. Вот госэкзамены надеюсь будут, но госэкзамены будут, скорее всего, при случае, если выпускные курсы уже будут обучаться в нормальном виде до конца учебного года, в присутственном виде. Потому что в прошлом году, в связи с коронавирусом, прошлым летом госэкзаменов студенты не сдавали, а защищали выпускные работы. Надеюсь, что в этом году все будет нормально. Следующий вопрос. Здравствуйте, а третий курс до конца семестра учится дистанционно? Вот я уже сказал, еще раз повторяю, что по поводу третьего курса, четвертого курса, профильного и студентов-заочников пока информация неизвестная, и поэтому они пока продолжают оставаться в дистанционном формате. Как только появится другая информация, разрешающая выход этой группы студентов в присутственном виде, то сразу же учеба продолжится как раз с посещением занятий. Ну, между вопросами еще такая информация. Вот кое-кто из студентов заселяющихся в общежитие, возможно, расторгли договор. Вот в этом случае вы должны будете написать заявление на предоставление места в общежитии. Эта вся информация есть на сайте университета, в группе Судгородка, ВКонтакте. Заявление нужно будет подписать, это вы знаете, в деканате. И потом уже все происходит таким образом. Вы подходите в студенческий городок с этим заявлением, паспортом, фотографиями, результатом флюорографии. Разрешите мне еще вам озвучить перечень документов, которые вы должны при себе иметь при заселении. Первое, это, конечно, договор найма жилого помещения, оригинал, паспорт, результаты флюорографии. Результат флюорографии я прошу не путать с теми съемками, которые требуют в связи с коронавирусом. Это обычная процедура флюорография.
Следующее фото 3×4, 4 штуки. Это для студентов второго курса. Следующее ордер для студентов второго курса. Этот образец есть в посту в группе Студгородка ВКонтакте. Заявление на койку место для студентов второго курса. Образец также присутствует в данном ВКонтакте. Я прошу вот эти вот сказанные мною информации запомнить. Так, следующий вопрос. Здравствуйте, я тоже здоровый. Здравствуйте. Жду вопроса. Вопрос такой. Будет ли произведен перерасчет и возврат средств за дистанционный период обучения тем, кто учится на коммерции? По этому вопросу, наверное, вот такого ответа перерасчет я не отвечу. Скорее всего, вот и на правительственном уровне вот пока этот вопрос не обсуждался. Если возможно будет это сделать, то у нас обязательно сделаются. Камилла, здравствуйте. Илюза, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, вопросы. Вот следующий вопрос. Здравствуйте. По госэкзаменам уточните, пожалуйста, будут ли очно или дистанционно? Примерно интересно. Я могу сказать по защите дипломных работ. Я уже сказал, что прошлым летом защита была у пятикурсников наших, очников, изошников. И
дизайнеров. Вот недавно, вот в декабре прошли защиты выпускных работ у заочников наших, изошников и профобучения направлений. Они, естественно, проходили дистанционно. Вот это вот я могу сказать, что там даются логины, пароли, это вы уже знаете. Члены комиссии сидят каждый у себя на местах. При необходимости для членов комиссии, также и для студента, нуждающегося в этом, предоставляется рабочее место в университете. А так работа проведена достаточно на высоком уровне. Об этом свидетельствует высказывание и мнение председателей государственных комиссий. По поводу госэкзаменов, я еще раз повторяю, что они, скорее всего, будут в том случае, если мы до конца, я имею в виду выпускные курсы, будут учиться в присутственном формате. Кристина Залилова. Здравствуйте, здравствуйте. Вопросы, пожалуйста. Так, вопрос. Анастасия. Здравствуйте. Будут ли проходить мероприятия в очном формате, например, студенческая весна? Так, студенческая весна обычно проходит традиционно. Это обычно происходит в марте-апреле месяце. В данный момент определяется формат проведения этого очень интересного мероприятия. Какие направления будут представлены, организации,
финальной части и другие организационные вопросы в данный момент обсуждаются. В скором времени и информация будет известна всем. Вот кроме вот с этим же вопросом, наверное, связана информация о работе секций, спортивных, творческих коллективов. Например, тренировки спортивных секций и репетиции коллективов творческих, имеется в виду, возобновляются с 1 марта. В настоящий момент руководители секций и творческих групп составляют графики, расписание занятий, еще раз уточняют списки участников, готовятся к просмотру и отбору желающих, еще не записавшихся студентов. Виктория Калинина, здравствуйте, здравствуйте. Пожалуйста, вопросы. Еще вопрос, Руслан Гариев. По дипломным работам, какие работы живописные хорошо оцениваются на защите? Одна большая с одной историей или лучше сделать триптих размерами поменьше? Начало, середина, завершение. Ну, вопрос интересный. Я тут должен сказать, что размер напрямую не влияет на оценку, но иметь надо в виду, что мы получаем дипломы высшего учебного заведения, поэтому там, конечно, нормы есть. Если это одна работа живописная, она должна быть на холсте. Если вот мы говорим о настоящей живописи, написанной маслом, темперой, акрилом, размеры примерно не менее 120 по большой стороне. Почему по большой стороне? Потому что это может быть квадрат, может быть прямоугольник, который зависит от композиции. Триптих тоже может быть. В этом случае, как вы сами правильно пишете, размеры будут поменьше. Но тут надо, мы, если говорим о живописи, очень хорошо продумать. Создание триптиха требует достаточно хорошей подготовки и наличия соответствующего опыта. Хотя вот выполнение выпускной квалификационной работы в форме триптиха – это дело похвальное. Следующий вопрос. По поводу общежития. Поскольку человек будут заселять в комнаты, будет ли как-то соблюдаться дистанцирование? Будут ли проводиться ежедневные санобработки? Вот вы своими вопросами сами же и ответили. Вот эти вот все действия будут проходить. Уже даны указания соответствующим отделам, управлением, студгородку. Все это будет проходить. Ну, вот самое важное, конечно, то, что от нас зависит, это наличие маски, то есть прохождение в общежитие, как и в учебное заведение, как раз вот возможно при наличии маски.
Вот это вот соблюдение всяких норм, санитарной обработки, там прочее, это будет проходить не только в общежитии, но и в учебном заведении. Ну, в данном случае вот в помещениях университета, факультета. Следующий вопрос. Здравствуйте. Можно узнать, когда будут известны списки студентов, получивших ПГАС в этом полугодии? Вот эти списки рассматриваются. Мы все, например, факультет рассмотрел. Теперь эти списки находятся на рассмотрении уже вышестоящих наших комиссий. Как только все это утвердится, так сразу появится на сайте и страничках университета. Следующий вопрос. Здравствуйте. Студент выпускных курсов летом получит стипендию? То, что студент должен получить по закону, никто никогда не отменял. Поэтому я думаю, что это вот вопрос даже излишний. Так, Наталья Федорова, здравствуйте. Вопросы, пожалуйста, еще. Анастасия, здравствуйте. Студенты выпускных курсов будут проходить практику дистанционно или нет? Вот по графику уже какие-то группы проходят практики. Названия и направления практик у нас достаточно много. Вот если время прохождения практики совпадает уже с присутственной формой обучения, то это будет происходить тоже таким же образом. Если период онлайн-формы, то это будет проходить тоже таким же образом, то есть онлайн. Следующий вопрос. Добрый день. В этом году первый курс поселили в общежитии номер 4. Есть ли возможность, что нас переселят в общежитие номер 2, туда, где есть мастерские для художественных работ? Ну, мы надеялись, заселяя первокурсников в общежитие номер 4, ну, вы поняли, что это общежитие такое благоустроенное, если сравнить с общежитием нашим, что это пойдет на пользу нашим студентам, потому что там и вода, и туалет, там и так далее, и так далее. Но то, что касается мастерской, пока особых таких передвижений из общежития в общежитие не будет, но как только такое разрешение будет, возможно и посещение наших студентов этих мастерских из других общежитий. Вот этими мастерскими у нас завидует, у него и своя мастерская там, во втором общежитии, Григорий Александрович Загвоздкин, заместитель по воспитательной работе. Вот, и ему конкретно тоже можно будет задавать этот вопрос при посещении общежития. Здравствуйте. Если, допустим, болел 1 день или 2, справку надо или нет? Так бы на входе не пустили, а тут решил дома отлежаться. Ну, это, знаете, вот с болезнью, как мне кажется, шутить нельзя, и надо к этому отнестись серьезно.
вот мы уже взрослые люди, примерно представляем, какое состояние может что подсказать нам. Лучше, конечно, обратиться к врачам. Если уж вы подошли в университет, то, как мы уже говорили, на входе есть люди, которые проверяют температуру тела. Вот если эта температура выше допустимого, то вы, конечно, не будете допущены. Следующий вопрос. Обязательно ли прикрепиться к студенческой поликлинике? В ВУЗе справки о больничном только от студенческой поликлиники принимают. Ну, это, во всяком случае, вот до сих пор так было. Это нужно делать для того, чтобы никаких проблем не возникало. Потому что иногда возникают проблемы у тех, кто это не сделал в свое время, остался по месту жительства. И для того, чтобы принимать какие-то решения, нужные, может быть, иногда и срочно, приходится делать очень много таких операций, которые требуют времени. Прикрепляться не требует каких-то дополнительных осложнений, усилий, поэтому, я думаю, это надо сделать. По вакцинированию студентов вопрос. Я думаю, что информация по этому поводу у многих уже имеется. Вот средства массовой информации тоже передают чуть ли не каждый день. По поводу вакцинирования студентов, в том числе наших студентов, будет информация. И я думаю, что информация будет конкретная. Если это будет, то с названием сроков. Еще вопрос, пожалуйста. Вопрос по поводу каникул. Почему наш вуз отдыхает меньше всех среди остальных уфимских вузов? Ну, на этот вопрос я конкретно ответить не могу, но вот практика не только в этом году, и в прошлом году показала достаточную эффективность такой формой. Вот этот вот вопрос, если вы хотите получить конкретный ответ, но вы понимаете, что это не моего уровня, вопрос можно поместить на сайт университетский. Еще вопрос. Будут ли к нам на факультет приходить преподаватели из других корпусов или их пары продолжатся дистанционно? Вот очень
интересный вопрос. Вот эти вот преподаватели, как и те, которые будут вести занятия, они вот таким же образом, как и все вы, проходят с соблюдением норм, с измерением температуры. И потом там обсуждается новая форма ведения занятий общеобразовательных. Так что вот если какой-то преподаватель даже к нам приходит, то проходит корпус только самые здоровые люди. Следующий вопрос. Значит, мы не будем ходить по корпусам. Вот на этот вопрос можно ответить таким образом. Вот кроме тех предметов, которые требуют специально мастерские, например, вот наши предметы, рисунок, живопись, композиции и другие, например, лекционные или семинарские занятия будут проходить в одном помещении по 2 пары. То есть вот это сделано для того, чтобы исключить очень частые передвижения по аудиториям и по корпусам уж точно. То есть вот руководством университета делается, ну, можно сказать, все для того, чтобы избежать каких-то неосторожных действий, которые повлекли бы распространение этого самого вируса. Так, по поводу начала занятий с 8 часов. С 8 часов получается, но если уж какие-то там проблемы, я думаю, что это обычно решается в индивидуальном порядке. Думаю, что и в этом случае это можно будет
сделать. Так, еще вопрос. Потом я долго стою в пробке. Ну, насчет пробок, в последнее время, наоборот, определили, что чем раньше, тем меньше пробок бывает. Вот, наверное, это для тех, кто живет в южной части Уфы и пригорода. Это, ну, понятно, что это связано вот с происходящими там ремонтными работами. После долгих изучения вот этой вот ситуации как раз вот и было решено занятие начиная с 8 часов. Бойтесь этого.